Объявлен старт 6-го ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Миссия фестиваля широка и благородна. Формирование нового поколения профессиональных кадров, популяризация рабочих и инженерных профессий и раскрытие творческого потенциала молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях республики. Об особенностях нынешнего фестиваля говорим с этим утром с одним из организаторов, Мариной Есельской. Доброе утро. Доброе утро. Марина, расскажите, пожалуйста, о заявочном этапе фестиваля, который уже начался. Да, действительно, он начался. Старт заявок начался 5 августа? сегодня? Нет, что вы, июня. Июня? Конечно, 5 июня, и заканчивается он 25 сентября. Уже буквально считанные недели, дни остаются, поэтому кто еще не успел, пожалуйста, подавайте заявки. Участвовать могут сразу, да, уточню, участвовать могут как сольные исполнители, представители организаций, так и предприятие, завод может выставить целую команду. Целым хором. Да, безусловно. В 6-й год фестиваль, конечно, расширяется, количество участников увеличивается, вносятся изменения в положение, без этого никак. Поэтому все проявляющие интерес к нашему фестивалю могут свободно заходить на официальный сайт, это bzzm.ru, и знакомиться и с положением, и с регламентом фестиваля, и, соответственно, есть контактные данные, телефоны, куда можно позвонить, и наши приветливые сотрудники всегда ответят на любой вопрос. Ну вот вы уже сказали, что, значит, есть возможность выставлять команды, есть возможность выступать одиночно. Давайте про номинации расскажем. Какие есть номинации в этом году? Да, номинации уже полюбившиеся всем участникам, ну и нам, конечно, тоже, потому что нам нравится следить за процессом. Это, безусловно, музыкальное направление, это вокал-соло, сольные исполнители и вокальные ансамбли могут выставляться от 2, 3 и более человек, соответственно. Также танцевальное направление, куда команда выставляет, команда либо сольный участник, хореографический номер, визитка-презентация, но данная номинация применима лишь к командному участию и только для той команды, которая проходит уже в финал фестиваля. А также у нас есть номинация «Минута славы». Здесь уже оригинальный жанр, кто на что горазд, кто, может быть, блещет чувством юмора, стемы, оригинальный жанр, акробатический, может быть, какие-то трюки, кто знает, может, механик на каком-то заводе обладает уникальными способностями игры на гитаре, например. Вот у нас был такой сотрудник, правда, это другой фестиваль, но я видела, он играл с закрытыми глазами, во-первых, и гитару держал за своей спиной, и виртуозно исполнял. Зачем тогда он закрывал глаза, если она все равно за спиной? Зачем он механик тогда, я вот думаю? У меня вопрос. Ну, я думаю, что он закрывал глаза больше от удовольствия, наверняка. Ну это да, это логично. И еще поправочка, не поправочка, точнее, уточнение, что каждый исполнитель или команда может представлять не более 3 номеров. Этим мы ограничиваем, конечно, время, потому что участников, слава богу, достаточно, желающих принять участие. Номера тоже все замечательные. Отобрать среди огромного количества номеров очень бывает сложно. А концерт все-таки и телевизионная версия, благодаря ТНВ, конечно, которая транслируется на весь мир практически, она тоже имеет свои рамки, и всех уместить мы, к сожалению, не можем. Но все-таки вот есть какие-то параметры, какие-то ограничения, может быть, ну, допустим, по возрасту даже. Да, безусловно. Фестиваль это молодежи, работающей на предприятиях, поэтому молодежь от 18 до 35 лет. Но тех людей, которые душой и сердцем тяготеют к творчеству, и у них это получается, мы тоже приглашаем. Почему? Потому что есть у нас оговорка в положении. Нет, номинации, к сожалению, нет, но есть оговорка в положении, что они могут принимать участие в фестивале в составе команды, либо в составе творческого коллектива, и не более 25% от общего количества участников могут составлять люди, которые по возрасту превосходят возраст 35 лет. Безусловно, это классный проект, который помогает людям развиваться всесторонне. Нет ли идей как-то расширить фестиваль? Может быть, приглашать участников из других регионов и вообще сделать его всероссийским, международным, всепланетарным? Нет, безусловно, конечно, планы есть, ведь все-таки нужно мечтать, мечтам свойственно сбываться. Например, в прошлом году к нам приезжали на фестиваль в качестве участников команды из Ижевска. Сольный исполнитель из Москвы, он работает на автозаправке в Москве. Королева бензоколонки. Король, я бы сказала.
И нужно сказать, что он приехал абсолютно, то есть просто посмотреть, что это такое, и он награждался во время гала-концерта. Он блестяще исполняет вокальные номера, очень своеобразно, но тем не менее этим он и взял. И фестиваль открытый, в самом наименовании об этом говорится. То есть сейчас, все если нас желающие- слышат в других городах, Конечно, конечно. Подавайте заявки все. По телефону мы вам расскажем, на сайте все есть, анкеты, заявки участников там размещены, можно скачать, заполнить, приложить все соответствующие документы. Конечно же, это обязательно должен быть сотрудник организации. Анкеты подает организация обязательно, Ага, то есть то не есть это сам не лично. личное. Нет. Подается от имени организации с подписью, с печатью, и прилагаются копии трудовых книжек, оригиналы которых, все соответственно, серьезно. привозятся уже на момент Нет, я думаю, если выступления. такие серьезные требования, я думаю, что все-таки, наверное, какой-то, коснемся этого все-таки, да, что-то какое-то, мне кажется, вот материальное еще какое-то вознаграждение будет за это. Конечно, в фестивале есть Призы. спонсоры, партнеры, с которыми мы стараемся поддерживать отношения ежегодно. Самый главный приз – это для команды-участницы, подчеркну, это переходящий кубок президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Этот кубок гордо сейчас стоит у команды победительницы, и так он ежегодно. Но каждая команда, так как отпускать все-таки от себя не хочется этот кубок, а удержать его очень сложно, потому что конкуренция большая, мы в финале, во время гала-концерта преподносим дубликат этого кубка, и он все-таки остается у них, так скажем, копия. Я думаю, что мы достаточно заинтриговали всех желающих участвовать. Теперь давайте про даты, когда пройдут зональные этапы фестиваля и гала-концерт. Зональные этапы стартуют 5 октября в городе Набережные Челны. 5-6 это Набережные Челны, дальше у нас идет Заинск, Казань и завершает Нижнекамск уже 3 ноября. После чего победители, обладатели первых, вторых, третьих мест приглашаются на финал сюда, в Казань, который пройдет в ноябре 13-14. 15-го же уже счастливчики, которые, соответственно, станут победителями на финале, приглашаются для участия в гала-концерте, который состоится 16 ноября в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида», куда мы всех приглашаем. Нужно сказать, опять же, для участников информация, что фестиваль без оргвзносов. Соответственно, единственное, что командирующая сторона берет на себя некоторые расходы по транспортировке, по перевозке участников, соответственно, и их размещению. Я думаю, это того стоит, да. А те, кто, очень коротко, кто уже попадает в финал, исполнительная дирекция и организаторы фестиваля, их расходы по проживанию и по организации транспорта от мест проживания до репетиционных Всё площадок оплачивается. берет на себя. Осень будет яркой, мы вам желаем Безусловно. успехов. Пускай все пройдет отлично и победит самый лучший. Да, и 30-го мы приглашаем вас на концерт перед театром Камала. Эти как раз-таки работающая молодежь, победители прошлых лет, будут радовать всех и поздравлять с Днем Республики. Увидим их Спасибо обязательно. большое за приглашение. Да, мы У там нас, будем да, точно. шикарные планы.